Сельское поселение Али-Юрт расположено рядом со столицей нашей республики Магасом. Расстояние до районного центра Назрани составляет 8 километров. Населенный пункт сформировался на склонах лесистого хребта, понижающихся в направлении долины Сунжи, на берегу которой и расположен Магас. На город отсюда открывается хороший обзор. Межгорная долина, в которой находится Али-Юрт, называется Балка-Мурат. Благодаря расположению в лесистой местности село является одним из самых живописных населенных пунктов Ингушетии и обладает особой атмосферой. Около 4000 чем-то гектаров лесного массива, общая площадь 6014 гектаров площади территории Али-Юрта. Очень богатый у нас лес, летнее время, воздух чистый очень. И этот период, вот именно вот этот период цветения, и запах очень приятный. Большинство родственников из городов приезжает для того, чтобы отдыхать к нам. Еще одна природная особенность этой территории – множество родников. Правда, со временем, по разного рода причинам, родников становится все меньше и меньше. Здесь протекает, сейчас очень слабо он идет. Река здесь Али-Юртка, вот это под низом, которая идет, это река Али-Юртка. Но она сейчас почти что высохла. Когда дождливая погода, вот тогда она начинает протекать. Эта река, большинство была из этих родниковой воды. Потихоньку родники исчезают, из-за этого река уходит. Село Али-Юрт вместе с селами Яндари, Гази-Юрт, Икажево и Сурхахи входит в территорию, на которой расположен комплекс древних городищ аланского периода. Согласно мнению ряда авторитетных историков, на этой территории и находился древний Магас. Остались памятники, сейчас они входят в культурное наследие Ингушетии. Курганы, катакомбы, также могильники и поселения. Эти территории не межеванные из-за того, что пока что нет средств межевания культурного наследия. Мы просто охраняем их. Иногда бывают места, где захваты вот эти, но мы охраняем эти территории. Раскопки пока не велись. Единственное, в 70-х годах, по-моему, Мурат Борц у нас находится при въезде, где у нас кладбище. Там находится Мурат Борц. Там велись раскопки в 70-х годах. Вот эти курганы, раньше они были огромные. Со временем немножко понижаются и выравниваются эти территории. Но эти курганы раньше служили, говорят, старики, служили сигнальными вот этими, как у нас сейчас башни, вот такими сигнальными местами. Каждый, когда что-нибудь случалось, там огонь разжигался, и виден был дым, откуда идет. Вот такие сигнальные, вот эти сигнальные, говорят, как маяки. Да. Для того, чтобы узнать историю села Али-Юрт, мы встретились со старейшинами. Один из местных старейшин, Махмуд Хаджи Евлоев, работает смотрителем на сельском кладбище, а также учит детей арабскому языку и чтению Корана. تحونش هنزوي سحالويش بالساش باخ عن حسب غاب خابرش خوترج يعرفي عشاشت جمله كاش هماش حيش حنا شورت تمي هم حيمتك اش خن متيش هنزوي هذا شيء برمنا بعد يولج ايش باخ متيش ايوه صبر دي غور شوق عرش دقه هل نلنا عن دو خابرش تيجي حسب عن سحونش حسب هم السرقه سات خن خمخني بين شو زعما است دبيق من نق دبيق من دي سرقه يوقميه تيجي زمتك دعوت يعني يولا تبسي بنهو يا سكانو يولديسكي أقرصوسكي أوبلستير حبيان أوماتشكي سيفرنا كوكازي أوس حبيان شو تندوت تقرش خانو عالي هاشتقوا تقرش خانو عالي زي دخل يوزي خني يوزي زيازي كوزي أجناخ ديهم أرصاب عنا تعالي ديهم قرش خانو عالي دي خردا حاشي خم إيش برجش
شوهان شاش قلامت نخل راشت يورت أيل بقوي حقا ويورت أيلر نيس دندر أيلر تحش وتشلات ميز ترفريت شطلات ذوات سدياتي قدام سنة أبرزواني دокументация عالدس دокументация خلي أحد وش نخ بيحكب ناخدي وش شيء ما تيجي جاي. Говоря о дате основания села, нужно пояснить следующее. На въездной табличке указан 1929 год. Эту дату называют и некоторые жители. Фактически село основано в 1928 году, но так как это был самый его конец, 25 декабря, многие называют в качестве года основания 1929. Старейшина села Хасан Евлоев родился в ссылке в Казахстане, но вернулся на родину в числе первых. Он многое видел и хорошо знает историю села, его жителей. وزه ديش وخاصة صلاح شلاس تيجي وإجر حال ويورت حوينر داخو تاخنش دينا وز أبي عشا وز باخش دق تيباش ده إجر دخا يولي بو تيجي بو البوشني عن بو أزدوي بو تحوري بو أنا قدول تيباش ده شيمال دق تيباش ده وستاخن ديشة عالم نخ دق حبيان يرتير سخزي نخ وز تاخن وز أدخلها وز حد عبيان مش بقدر يالش يولي اسمع الور إما الور إجا وز بياخ تودن ساسور خوت حبياخ كابو وز باخ يرت أيوة وز باخ بر تاخ وز تاخو أزاي سليم ور موسى سليم أزا أنقشتر ناخ سجور يارت شوار تدا خا بوزو ناخا دقبو اشتارت أرجع خا واقواس أزي قونا خي باخ يرتير وخيرتوا جنرال майор ракетного стратегического назначения Чечоя Муса Султанович. Из Дахкамда юрта из му инерохлар. Сакши мышту ялче та машина хат изу звани хамьолчула эггер тааш сагл таай канал дол эсди адл белш директор бол бог бябы Сакию Адрахим Ахмедович шолтли вошера школ айлча اوز بیرش تحقیقی شین وقت شین مال نت دینال دادن شماش دایانه اوز دال اخیتم گفتم یه یورت حیل چه یه شکل حیل چه دیگه باخ بیش حباخ هست بوچ ارتچه دقیق بود نه نه سون یورت های ایرز بول شاید از باشنیه تسیح کرد. Али-юрт является одним из духовных очагов Ингушетии. Религиозная составляющая здесь представлена очень сильно. Местное духовенство пользуется исключительным авторитетом во всей республике. С имамом села мы поговорили об истории центральной мечети, и из этой беседы многое узнали об общей истории населенного пункта. ده تربل علي ترى يلا يرتير كرم الله وجهه ذلك يولسن يا ريس خلصن يورت أيلي أنا سرودر تخدي حبيقة شانس أجر هالو يورت حديقة درجتي باجيولوي تيجوي نلنيان البوشنيان تحوروي يجينيان أجر هال تربية بولج ببول به ماجدك دي متي بلغلير هندي وكيف حديا ماجدك داغج يولجن متي كنيس أجر هال تمتشكي ماجدك عديغات تر ماجيك عادي أوتير يورت عيولني سنتر يرخني كمونيستي عادل حتى دينز ماجيك دقيلة شلتها وي بقوين يوم ماجيك حديل إزديش أجرها ويورتش باخشنا بيابلش ببول ب يوم ماجيك حدر تغان شيخنش نزلت يورت ماجيك هادية خوز داخل ماجيك درت تغان خنر أم بغدا نخدقة حمل بيب جماعة دوحقة خلش نخدقة حابيب جاء ماجيك تو أتصرتون
زماجي دا دقة زماجي دقة شميتي يورت أيول شخن أجر حال برت بماجي خد يعني يلجل ميتي كرد ماجي حد يدوي أنا اشتبرت بماجي ديات واخ خنيزة ويورت شناه نيزة حدول دوج دات سبتني ماجي وين مسني أنا ووزج وميخ نياسري إمام لهتا يولي شعبه تصون بك يا حجور ويورت النخبة نياسري باهج ولي تصون بك ويورت الكشمش دعوي الأول تندانا أنا تصون بك ديزل لا قهي تمام تصون بك اشت نوصل دشوان واشبرم لي ويورتا صوت الدروات قدي باخ جميتي جير قدي بيخا ميتي جير يعني يورتو فرم دنا يماجي يخص صوت ويورتا حديرة يولو الشعب تصون بك ديزل الله ديك سبيق مبلطة وماجي حجرية يوقع حياة يردو جماعة ماجي جدد خيورت جماعة ماجي جشك حجري نجولش إخكن زامن إزر سولينا بير أنتو يريك حجري نجد على الخاشة ديش داغش قرآن أمدش دين أمدش خزغلق أمدش حيخج أرح ديشا بيانا ويميخ يولجل إسلامسكي إنستوتي أونيفرسيتي مول بكي سيبسالتا ديشا يستي بيان كيجناح با دق كيجناح با تخو يرت حيخج اشت قالناها جروبيا تان حيخج اشت إسلامسكي إنستوتي حقا يجي اشت بوه بخت خو زعبودش بار. В селе одно мусульманское кладбище. Оно находится на возвышенности. Смотрителем, как мы уже говорили, здесь работает местный старейшина Махмуд Хаджи Евлоев. Я кашмиш дiyona خندا صحدا كاشان شغل حسار دا سرقه داش وتشمتي ات اورا سلقيت دا كاشمش تقدرش تقدر ديونه نقدا حقه واش دا سوي انا يورت ايول شان سيق قيستا بالباقينا نل نيغان اولبوش نيغان يولو قدا برش حوار صبان وجود حد بام اشتاق يا مراد برز استريسكي برزن بي هايلات تتح برت بها يورتش نقدا حدول دا كاشمش ديرج يرج حدول دا شانها وكاشمش كاج وخندول ديج تخديا داور شاقل دسادر يرجدي اگر حالتمز میکیالی آخری واسه گوزش خانه چیکش ابر شدیر ازیاز دکیات یورتک دادر یورتو اسکیات حلوینش اگر حال مخ یورت بیش دادر صوت حکرتیر واوس صوت اسکرت سون بکن جوج دایقه تحکرتیر حد اسکرت دایقه یکرتیو حیایی خذ علامه الخذ بارتو یایتون وناخد والدق انسان حلبو عشان كلوشكش عليخش اسر جدي ايش ده هاش كلوشكته ايش كلوشكش عسل يطيتي كلوشكش ياسر ويش مخرج جي خاطول خجر ديهم حي استرو ياسر سانت اهلي نوسو حد اسوال الحمد لله حلبك خزيه ازماخه بيا بو ازماخ حبنا قلتري ميكال ودا صاد ولسن يبو از حيت تخديا دعوان شدين عدن صحه واش نستهرم قدو تخو منجش لا قدر شو زعما ازدحقل يدن صحه كاش مش ديحنا تغاب خش دان ورش سجوا يا اسبو حس حيش. В сравнении с другими сельскими поселениями Ингушетии в селе Али-Юрт немалое число жителей. Благодаря тому, что здесь довольно хорошо развита промышленность, есть предприятия республиканского значения, ситуация с занятостью местного населения значительно лучше, чем во многих других населенных пунктах. Население 9350 человек. Большинство ингушей. Также есть русские и чеченцы. Большинство работают в заводах, фабриках, которые у нас сейчас в промзоне находятся. Также некоторые выезжают в центр, в Магаз, в Назрань, занимаются животноводством, сельским хозяйством. В садиках работают, в школах, гимназиях, в спортивно-оздоровительном комплексе. Образование дошкольное и школьное в селе организовано на должном уровне. Правда, по части школьного образования есть небольшие проблемы. В одном из учреждений из-за большого числа детей учебный процесс проходит в 2 смены, но уже построенной в скором времени должна открыться новая школа, так что эти проблемы носят временный характер. Здесь же расположена и гимназия Назрановского района, что создает для местных жителей еще больше возможностей в плане общего образования. У нас в селе сейчас работает 2 садика, 2 школы и еще одна школа построена на 704 мест. Огромная школа. И вопрос школы и образования у нас пока на ближайшие 5 лет закрыт. Также намечается строиться садик в начале села, где очень много новостроек, и где молодые семьи, очень много молодых семей.
Мы посетили один из местных детских садов «Планета детей». Здесь благоустроенная прилегающая территория, удобная парковка, просторный двор, хорошо продуманное расположение игровых и прогулочных площадок. От общения с сотрудниками тоже осталось очень приятное впечатление. Такую доброжелательную обстановку, тем более с детьми, специально для особого случая создать невозможно. В нашем детском саду работают все односельчане у нас, которые живут в Али-Юрте. Наш садик построен 3 года назад. Он рассчитан на 220 мест. Я работаю уже 2 года. А образование вообще какое? Образование у меня педагогическое, высшее сейчас, второе. Первое тоже было у меня педагогическое. Я училась в колледже в крепости. Но вы сюда целенаправленно. Да, я с детства хотела, играла с детьми, как будто я реально учитель и занималась с ними. А как вы себя чувствуете в конце рабочего дня? В конце рабочего дня, конечно, как и все воспитатели, я чувствую себя не очень хорошо, но потом после сна это проходит, и я прихожу снова с таким же настроем, с новыми силами на работу. Я в своей тарелке, так сказать. Мне моя работа очень нравится, мой коллектив, мое начальство, у нас очень дружный коллектив. Хадиджа, кто привозит тебя утром в садик и как тебе здесь нравится? А кто привозит утром? Дедушка и папа. Дедушка и папа, да? И что вы делаете целый день в садике? Играемся. Играетесь, а еще что? Спим. Играетесь и спите, да? Ну что-то вы же учите, стихи какие-нибудь. Учите? Угу. А расскажи какое-нибудь стихотворение из последних, которые вы учили. Можешь рассказать? Давай, мы тебя слушаем. Космической ракете названием «Восток». Он первый на планете, подняться звезды, поет о этом песне «Весенняя капель». Навеки будут вместе Гагарин и Апрель. Вот здорово. Тебе здесь нравится, да? А что больше всего нравится? Вот когда ты сюда приходишь, целый день вы здесь, да? И что нравится вот из того, Играться. Играться, да? А кормят вас вкусно? Ну, что вы едите обычно, что вам готовят? Наверное, печенье или сохки. Ну, а еда такая, вот что-нибудь приготовили вкусное? Котлеты, такое бывает у вас? Да. А Алия нам что-нибудь расскажет? Стихотворение расскажешь нам какое-нибудь? Вот, например, Хадиджа про космический корабль рассказала. Всем желаем милым радости и счастья. Пусть не будет больше слез, потерь и счастья. Вот молодец. Основная общеобразовательная школа села Али-Юрт – первое учебное заведение, которое здесь открылось. В школе чувствуются традиции. В коллективе есть преемственность поколений. Здесь очень сильный педагогический состав. Новое здание было построено, сдано в эксплуатацию в 2016 году. С октября 2016 мы в этом здании, наша школа сегодня называется «Основная общеобразовательная». Здесь дети получают основное образование в рамках 9 классов. На 320 посадочных мест в нашей школе обучается 599 учащихся. Это почти в 2 раза больше. В связи с этим, конечно, есть определенные неудобства. Мы занимаемся в 2 смены. В коллективе 1 заслуженный учитель Республики Ингушетия и 8 педагогов, имеющих звание почетного работника сферы образования Российской Федерации. Много педагогов, которые имеют стаж более 25 лет. Это наша гордость. Хотелось бы назвать несколько из них. Это Гагеев Курейш Ахметович, который является заслуженным учителем Российской Федерации. Он работает более 40 лет в школе. Это наша библиотекарь Рукет Умаровна Гагеева, уважаемый в селе человек, работает более 44 лет.
Это Мария Магомедовна Гагеева, учитель истории. Кстати, дедушка Марии Магомедовны был первым директором. Это Мария Магомедовна Евлоева, которая работает около 40 лет, является учителем начальных классов, которая воспитала не одно поколение детей. Хочется отметить также много молодых, которые подают хорошую надежду, которые работают на перспективу. Это учитель английского языка Евлоев Муслим Микаилович. Человек в совершенстве владеет языком, очень интересно строит свою работу. Дети идут к нему на занятия с удовольствием. Преподаватель ингушского языка и литературы Курейш Гагиев, о котором уже говорила в нашей беседе директор Лейла Евлоева, является одним из лучших учителей Ингушетии. Его хорошо знают и уважают в сфере образования республики. Мы посетили один из уроков Курейша Ахмедовича. Самира, сейчас урок родного языка. Расскажи о своем отношении к этому предмету. Когда я говорю на этом языке, я ощущаю, что это мое, это мой язык, и я могу свободно на нем говорить, не чувствуя какой-либо скованности. Ты читаешь какие-то дополнительные книги еще по родному языку, чтобы совершенствовать его? Работаешь в этом направлении? Не особо. Только вот то, что школьная программа, да? Да. А вот что вам Курейш Ахмедович говорит насчет того, для чего нужно изучать родной язык? Он объяснял нам, что наш язык помогает нам сформулировать себя, то есть получить внутреннее познание. Преподаю в этой школе уже чуть ли не полвека. Особо родным языком вот в плане обучения в Казахстане мы не занимались. Нас родному языку, безусловно, не учили. Вы родились там? Да, я родился в Казахстане. Но, конечно, наша культура, она, в принципе, связана, безусловно, с языком. И вот язык в семье у нас был родной, безусловно. И когда мы вернулись на родину, это где-то в 1964 году, я впервые столкнулся с нашими предметами ингушский язык и литература. И, конечно, мы потихонечку начали изучать свой язык. Такого уровня, как сейчас, к сожалению, и время было не такое, технологий не было таких вот. Но все же мы какую-то любовь к своему языку чувствовали, и мы знали, что его надо знать. Затем была армия, после армии, я не знаю, наверное, это была такая судьба, были разные желания поступить в разные учебные заведения, но почему-то я поступил на филологический факультет. Вот так волей судьбы получилось, что, несмотря на то, что у меня есть и второе образование историческое, я всю жизнь вот работаю, преподаю родной язык и родную литературу. Курейш, а Алиюрт для вас родное село, хотя вы родились в Казахстане, да, родители отсюда же? Безусловно. Сами наши деды, наши отцы, они были из Сурхаков. Но заложили в 1928-1929 году это село, причем наши родители тоже активно участвовали в этом, отец и дядя. В 1937 году построили первую школу маленькую, которую снесли, новую школу построили. И вот в этой школе, в этом родном селе нам приходилось работать и в школе, и не только выполнять школьную свою профессиональную работу, но и даже общественную работу. Мы делали все то, чтобы наше родное село как бы не разочаровало, что ли, нас в тех людях, на совести которых находилось в то время образование и воспитание подрастающего поколения. Проблемы, которые есть в школе, в основном материально-технического характера. В последние годы, конечно, решены многие вопросы. Оказывает посильную помощь Министерство образования и науки Республики. Также есть спонсорская поддержка. К примеру, в прошлом году при поддержке благотворительного фонда Микаила Гуцериева была приобретена необходимая учебная литература. Главной проблемой, как уже было отмечено, является то, что из-за большого числа учащихся школа вынуждена работать в 2 смены. Я надеюсь, что с открытием новой школы в селе нас немного разгрузят, и у нас появится возможность организовать детям дополнительные занятия кружковые. Нас бы оснастить оргтехникой и оборудованием, чтобы детей
как можно больше охватить вот в плане занятий компьютерными кружками. Не хватает и интерактивных досок, не хватает компьютеров в кабинетах. Сейчас наличие компьютера в каждом кабинете очень важно, потому что все, что мы делаем, мы должны выгружать в сетевой город, то есть заполнять электронные журналы. А в отсутствии на рабочем столе у учителя компьютера эту работу значительно затрудняет. Хорошо организовано в селе медицинское обслуживание. Помимо типового фельдшерско-акушерского пункта, в котором сейчас временно в ожидании собственного здания размещена и местная амбулатория, функционирует пункт скорой помощи. Мы приезжаем сюда со станции скорой помощи по станции и дежурим здесь с 4 до 8 утра. Не дождь, а Али-Юрт. Там идет Далакова, Кантышева, Сурхахи, 5 у нас по станции, и вот дежурим мы здесь. Ну, у нас замечаний пока здесь ничего нету, люди довольны на нас. В сельском поселении Аль-Юрт заступают на работу 3 бригады. Обслуживаем все вызова, которые нам передают. Это входит, что скорая медицинская помощь, экстренные вызова. Приходят больные сюда к нам, прямо на место, их обслуживаем. То есть и здесь на месте? Да, и здесь на месте мы оказываем скорую медицинскую помощь. Да. И выезжаете? И выезжаем, да, на те вызова, которые нам передают. А медикаменты, все? Медикаменты, все у нас есть в наличии. То есть любую экстренную помощь? Да, любую экстренную помощь мы оказываем. Все у нас есть в наличии, все препараты, все инъекции мы проводим. Отдельно нужно сказать об экологическом состоянии населенного пункта. Во многом благодаря стараниям местных жителей Али-Юрт можно смело назвать одним из самых чистых сел в Ингушетии. Мы не увидели никакого мусора и нечистот не только в жилой зоне, но и в окрестностях села. В жилищно-коммунальном устройстве есть ряд проблем, но в ближайших перспективах запланировано решение этих вопросов. Насчет водопровода у нас в селе мы должны передавать его в сетевой водоканал. Так как обслуживающий орган у нас до сих пор не работал, водоканал не работал у нас. У нас до сих пор люди сами своими силами и по разным программам, которые у нас были, по программе благоустройства сельских поселений, вот по этим разным программам были проведены очень много работ. Но у нас в селе находится 8 скважин, артериальных скважин, также емкости для накопления воды. Но единственное, есть проблема, очень жаркое время, когда летом, когда жарко, люди очень много используют воды. Из-за этого в верхней части села у большинства людей не бывает воды, из-за того, что вода не успевает заполнять все емкости. И даже некоторые места не рассчитаны. Именно водопроводы не рассчитаны на столько населения. Население каждый день у нас растет. По газовым сетям у нас в новостройках, именно в 2010 году, когда распределенные участки, там провели где-то 15,5 километров газопровода по программе газификации. А сейчас планируется в 2025 году полностью в селе поменять железные трубы на пластиковые и подземные газификации провести. Есть договоренность с газовым службам, что будет провести. Пока они поставили редукторы давления новые и начнут работать в ближайшее время. А насчет электросетевого хозяйства, с ним у нас немножко больше проблем. Потому что как начинается дождь, у нас свет выключается. Из-за того, что провода очень старые, трансформаторы тоже очень ветхие. Говорят, будут программы, чтобы поменять весь провода насып. И подстанция, которая находится в Икажеве, распределяет ток. Там тоже у нас, когда дождливая погода, всегда проблемы. Но у нас свет – это самое важное, потому что без света у нас не бывает воды. Скважины работают от света. Дороги у нас в позапрошлом году был проведен капитальный ремонт. Где-то 7600 метров полотна было полностью сменено. И даже
обочины очень аккуратно сделали. И провели с начала села и до администрации тротуар. И уличное освещение по программе благоустройства сельских поселений, именно где находятся гособъекты, садики, школы. По этой программе провели. Раньше было очень трудно. Дороги узкие, во дворах везде слякоть было. Детям трудно было по дороге идти, потому что транспорт по дороге всегда ездил. А сейчас по тротуару, даже в ночное время суток, люди просто на прогулку выходят из-за того, что есть освещение. Для удобства жителей в здании администрации размещен кабинет многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и установлен банкомат. Общественный транспорт функционирует в селе стабильно и, нужно сказать, лучше, чем во многих других ингушских населенных пунктах. Отчасти благодаря тому, что здесь расположен ряд промышленных объектов республиканского значения. Начиная с 8 утра до 8 вечера общественный транспорт ходит всегда. И большинство есть государственный транспорт, есть частный транспорт, газели вот эти. Ну, сейчас у нас обновились автобусы, очень аккуратные, легкие, чистые. Ну, люди очень рады за этого. По части торговли Алиюрт мало отличается от других ингушских сел. Здесь в основном небольшие магазины, ассортимент которых формируется в соответствии с повседневным спросом. Товары первой необходимости у нас есть. Все свежее. Всегда каждое утро привозят все свежие товары. За крупными покупками, как мебель, вот этому надо ездить в город за пределы. Как уже говорилось, в селе хорошо развита промышленность. И в советский период здесь располагались промышленные объекты республиканского значения. В советское время у нас в селе был сокзавод. Также были сады очень огромные. Сейчас у нас есть промзона. Мы под промзону выделили где-то 50 гектаров земли. В промзоне у нас находится швейная фабрика, алюминоплавочный цех и алюминопрофильный завод. Также есть цех по изготовлению сухой смеси лакокрасочных изделий. Есть бетонный узел, где изготавливаются тротуарные плитки и канализационные кольца. Посетить все расположенные здесь объекты промышленности в рамках нашей поездки не представлялось возможным. Нам удалось побывать на швейной фабрике. Сейчас, в данное время, мы находимся как раз в цехе, где, как вы видите, вовсю идет работа. Работников у нас много, в пределах 200 и больше бывает, ну, плюс-минус человек. Разных национальностей, работники разных национальностей. То есть, вот, например, у нас ездят рабочие из Чечни, рабочие ездят из Малгобека, ну, как видите, не близ лежащие районы. Для работников предоставляются самые лучшие условия труда. Это и завтрак, и это и обед, и это полдники, и место для намаза тоже везде рассчитано у нас. Перерывы даются для рабочих по 15 минут на каждый намаз. Поэтому я думаю, что условия созданы хорошие для работы. Марит, насколько мы знаем, вы и привозите, и отвозите рабочих, и даже в самые отдаленные места. Да, конечно, мы привозим и отвозим рабочих, потому что у нас свой договор есть с АТХ, нам предоставляются автобусы, и проезд, естественно, бесплатный для работников. Я бы вот что хотела сказать. Мы привозим и рабочих, работают, вот как я вам сказала, из дальних мест. А вот почему-то наши женщины, то есть женщины из ближайших районов, вот почему-то игнорируют. Вот, если предоставляются вот такие условия труда, если женщина сидит не работающая дома, хорошая оплата труда, понимаете, и все остальное. А вот именно вот это вот сельское поселение, вот это Алиюрт, у нас очень мало работников из Алиюрта. У нас очень мало работников
из селения Икажево, понимаете? А это вот 5 минут, даже пешком пройтись до нашего цеха, 5 минут ходьбы. А, тем более мы им не говорим, чтобы они шли, мы им предоставляем транспорт, понимаете? Вот это нас, конечно, удивляет, почему женщины из Чечни едут, а наши женщины сидят и дома не работают. А когда вот спрашиваешь их о чем-то, все жалуются на безработицу, понимаете? А воспользоваться вот такими вот условиями мы не хотим. Поэтому у меня обращение ко всем женщинам, вот, пользуясь случаем, я хотела бы, чтобы все, кто даже шьет мало, кто даже кто пользовался только бытовой машинкой, мы здесь на месте проводим обучение. То есть и обучаете? Да, у нас на месте проводим обучение. Сейчас на данное время работников у нас где-то 200 с лишним человек, я точно сейчас вам не скажу, но у нас еще настолько же предусмотрена вот эта вот фабрика, на такое же количество еще предусмотрено. Понимаете, это сколько человек мы еще можем обеспечить работой, сколько особенно женщин наших. Марит, а вот человек, который не имеет никакого опыта работы, именно швейного производства, не умеет шить вообще, пока он проходит этап обучения, он будет получать оплату? Конечно, у них есть соответственная зарплата. То есть, как ученические идут, но они не намного ниже, чем обычная оплата вот, других работников, уже грамотных швей. Не намного ниже, потому что мы все-таки понимаем, что человек все-таки затрачивает основное время на производство, на то, что он учится, он в это время, то есть покидает свой дом, он все время находится здесь на производстве. И учитывая все это, конечно, мы идем навстречу, и оплата тоже, соответственно, тоже хорошая, хоть и они и называются и ученические. Пользуясь случаем, хочу всех их неработающих женщин, не занимающихся ничем там другим, хочу пригласить на работу к нам. Традиционным для села Алиюрт является сельское хозяйство. Что особенно радует, эта отрасль здесь не сдает своих позиций, как в некоторых селах. Более того, в последние годы развитие сельского хозяйства получило новый толчок. Благодаря Министерству сельского хозяйства есть программы по субсидированию КВХ, крестьянско-фермерское хозяйство, и ведение домашнего скота. По этой программе очень много людей начали заниматься животноводством. Сейчас у нас единственная проблема с пастбищем. Животные увеличиваются, из-за этого мало у нас пастбищ. Негде пасти. Да. Кормами так они справляются хорошо. Корма эти все у них есть. Местный дом культуры открылся в декабре 2018 года. К сожалению, мы посетили его не в то время, когда здесь работают творческие студии. Поэтому нам удалось оценить только условия. Но и этого вполне достаточно, чтобы понять, что для развития культуры и творчества здесь есть все необходимое. Вы знаете, это такого рода, своего рода очаг культурных мероприятий, которые проходят не только в нашем населенном пункте, но и по районам в том числе. И мы гордимся нашими воспитанниками, которые становятся призерами и победителями не только региональных этапов конкурсов, но и всероссийских и международных. В нашем досуговом центре работают люди-профессионалы в своем деле. Это художественный руководитель, действительно человек с большой буквы, я не побоюсь этого слова, это моя ученица, девочка, которая организовывает прекрасные мероприятия. Это профессионал в своем деле, как я уже отметила, кружок студия хореографического мастерства, заслуженный артист республики возглавляет этот кружок, народный артист республики Адам Дасхоев. У нас студия вокального мастерства, эту студию возглавляет заслуженная артистка республики Хадижа Бекова. У нас декоративно-прикладное искусство. Эту студию возглавляет член Союза ремесленников республики, очень талантливая Мака Дудуркиева. Дальше у нас кружок театрон, театральный кружок, где дети занимаются не только постановкой интересных
спектаклей, интересных каких-то миниатюр, но и занимаются над риторикой, над речью. Это тоже очень важно. Помимо культурных каких-то мероприятий, у нас проходят сходы жителей. У нас проходят, как я уже говорила, не только вот республиканского, районного значения мероприятий. У нас квесты с молодежью, различного рода тренинги, встречи с писателями, поэтами. На базе у нас в культурном досуговом центре здесь работает, функционирует библиотека. Насчитывается огромное количество книг. Мы не только с общеобразовательными организациями сотрудничаем, но и с физкультурно-оздоровительным комплексом в селе имени Лейлы Албогачиевой. Очень интенсивно работаем. Ну и не могу не отметить дошкольное образовательное учреждение, которое тоже вот рядом у нас находится рядом и во въезде в село. Тоже с самыми маленькими жителями нашего села мы тесно сотрудничаем. Мадин, мы знаем, что не всегда сами идут дети, да, заниматься на кружки те же. И нужно бывает иногда провести такую работу, чтобы немного подтолкнуть жителей к тому, чтобы привели детей сюда, чтобы дети шли на кружки, на занятия. Как вы с этим работаете? Вы знаете, вот очень такой актуальный вопрос касаемо того, что вы сейчас озвучили. Но мы находим пути, находим методы, и мы сами педагоги, изначально педагоги, мы можем найти общий язык с детьми, и это у нас получается, мы этому очень рады. А привлекаете как детей? Со школами взаимодействуете? Обязательно, со школами, конечно, со школами. Я хочу отметить руководителей этих общеобразовательных организаций. Зариму Исламовну Добриеву, это руководитель гимназии Назранского района, весь коллектив этой гимназии. За сотрудничество мы работаем в тандеме. И, конечно же, хочу отметить и других руководителей, которые... Но без этого никак, потому что без сотрудничества, без взаимодействия у нас, конечно, ничего не получится. У нас общая цель – воспитание гармонично развитой личности. Это самое основополагающее, потому что ребенок должен развиваться. На тех же занятиях хореографического мастерства мы же не хотим из них сделать артистов. Это уже их выбор. Это правильная осанка. Это правильная походка, это умение держать себя. То есть это в комплексе все. Поэтому самая основная цель – это развить ребенка. Работать именно в досуговом центре – это одно удовольствие. Тем более, когда у тебя очень понимающий и хороший руководитель. Мне всегда везло с руководителем, что в гимназии, что в Доме культуры. Хочется им сказать огромное спасибо. Это Зариме Исламовне, Мадине Аюповне. Они меня многому научили, и до сих пор я учусь. Конечно, к нам приходит очень много детишек. Дети, бывают некоторые очень скованные. Бывает такое, что ребенок очень смышленый, но может теряться. Дети очень талантливые и очень творческие. Но мне кажется, надо каждому ребенку надо подходить индивидуально. Я безумно благодарна родителям, которые пускают этих детей. И я сделаю все возможное, чтобы наши мероприятия были очень запоминающие. И самое главное, чтобы эти дети запомнили, что в досуговом центре всегда их ждут. Хадь, мы видим большой концертный зал. Это, конечно, дополнительная возможность, да, для работы, для проведения мероприятий. Да, зал действительно большой, сцена большая. Когда сцена большая, ты можешь любую постановку поставить спокойно. Танцы бывают, мне кажется, на такой сцене, они больше выделяются, больше запоминаются. Вот у нас проходил последний звонок с выпускниками. И я вам скажу, он был очень действительно запоминающий. И все выпускники по сегодняшний день говорят, что такого давно не было. Это же приятно. Они говорят не потому, что в других школах было плохо. Нет, это говорится о том, что сцена большая, зал большой. Есть место каждому сесть. Тем более родители были тоже очень довольны. И мне кажется, это очень хорошо. Площадка имеет значение. Большое значение имеет площадка. Большое значение, я вам скажу. Детско-юношеская спортивная школа села Али-Юрт носит имя прославленной альпинистки Лейлы Албогачиевой. Как известно, это ее родное село. Лейлу здесь помнят и любят. О ней остались теплые воспоминания у всех односельчан. Школа успешно функционирует. Среди воспитанников есть известные в республике и за ее пределами спортсмены.
Работаем мы с 2017 года. Тренерский состав у нас ребята квалифицированные, специалисты. За период нашей работы мы достигли определенного результата в разных направлениях, таких как самбо, борьба, бокс, греко-римская борьба, карате. Посещаемость у нас на сегодняшний день порядка 600 спортсменов. Ребята систематически выезжают на спортивно-массовые мероприятия разного уровня, как на территории республики, так и за ее пределы. Мы видим, и на стенде представлены спортсмены. И это не полный список, как мы понимаем. Да, это не полный список. У нас в этом году пополнился список наших чемпионов. Мы заняли призовые места на первенстве России по греко-римской борьбе. Кстати, сегодня у нас было чествование наших спортсменов в нашем медспорте. У нас 5 призовых мест на первенстве России. Вот. Также наши ребята участвовали в этом году на первенстве России по карате. Мы выезжали, готовимся также к первенству по самбо. Мы надеемся, что ребята достигнут хороших высот. Условия для проведения тренировочных мероприятий, в принципе, они все созданы. У нас зал оснащен необходимым инвентарем. Конечно, есть определенные тренажеры, снаряды, которые нам хотелось бы приобрести. Я думаю, что в последующем эти вопросы тоже будут у нас решены. Хамзат, вы сами живете здесь? Да, живу здесь, в селе, всю свою жизнь, так скажем, учился. А тренерский состав местный? Нет, тренерский состав у нас как и местные ребята, так и с других населенных пунктов. То есть взаимодействуете? Да, конечно, обязательно. Без с кадрами проблем нет, да? С кадрами нету. В определенный момент мы сталкивались, конечно, при подборе, как правило, каждое учреждение хочет подобрать хорошего тренера. Были объявлены вакансии, отбирались тренера, на данный момент этих проблем мы не испытываем. В селе сохраняется традиционный уклад. У жителей редкое для современной действительности воспитание, удивительно уважительное, доброжелательное отношение и готовность прийти на помощь. Все имеющиеся здесь проблемы в основном материального характера, и, следовательно, их не так уж сложно решить. Поэтому остается пожелать жителям села Али-Юрт, чтобы они сохранили то, что есть. В основном у нас в селе живут коренные жители. Все друг друга знают. Где-то процентов 10 будет приезжие, именно на новостройках. А так все коренные жители. Все друг друга знают, и нам легче. И взаимосвязь с администрацией населения очень хорошая. Воздуха хуже бям юртда тахан болуш бы. Шиемал болшу шахат инча шаш могеждол. Ухбахш наха ахтуху бол хамлилы дят. Тахан мытчы бясдали юртты барт болуш. Цагой болуш. Юртьер вахш шейл безе наха узур. Тахан лахты жаза мышти ялыч. Адам эхлуч. Цанхамын адам занята цахалыч, цанбелхаца хотбан аш цахалыч. Е спорта цхана, е деш багаш хана, е хужри деш ош хана. Цанхамын хотбан цахалыч адама эхбал метиге. Дух ёлыч зами қер. Вейн масанян хозыч. Цаца молхаш баш хамашса кегина эхлуч. Тахан диалгахет ма уюрт ёл фок. جبيرج حتى تعشوا حتى وقول اسفوك تتو الازل دق بير فوكي ده اخر زني ما تصدج ده ويرت يول زانجلي سبورتين بلاشات كتهدات ويلش بيرج يا تورنيك دوقش يا ميني فوتبول تيغلوزش اشت تنحمن زاني تخلش ادم ايغلو دات اجر حال سون صدقش لاحتر بوصل صدق لاحتر يرت نياخ شي برت قاغبلر شول بيزر سودالر ازدرخسون ديزر تخنش دينا هنا تياقا دار حي نرمي شقي على اللاحت يخي بسياش كيكشناها مرسل دولجي قدوح قادر دادخر ازدرخسون ديزر تخن